Это актуальное интервью. Уголовно-исполнительным законодательством России осужденным гарантируется право на охрану здоровья и получение медицинской помощи. С учетом сложившейся эпидобстановки о порядке оказания медпомощи отбывающим наказания мы поговорим с прокурором Якутии по надзору за соблюдением законодательства в исправительных учреждениях Денисом Пуляевским. Денис Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте, Василий. С учетом эпидобстановки в стране и у нас в регионе, какие мероприятия ведутся в исправительных учреждениях? В соответствии с общепринятыми мероприятиями по профилактике распространения коронавируса рекомендовано ограничение контактов между людьми, усиление дезинфекционных мероприятий, использование масок и антисептиков. Во исполнение данных рекомендаций в исправительных учреждениях приостановлено предоставление свиданий и прием передач. На входах в исправительные учреждения оборудованы медицинские посты, на которых осуществляется термометрия всех входящих лиц, контролируется масочный режим использования антисептиков. В помещениях учреждений увеличена кратность уборок и дезинфекционных мероприятий, а также усилен контроль состояния здоровья осужденных. А как организовано оказание медицинской помощи осужденным? В соответствии со статьей 26 Федерального закона об основах организации охраны здоровья граждан Российской Федерации, осужденные имеют право на получение медицинской помощи, в том числе в специализированных организациях здравоохранения государственного и муниципального вида. Медицинская помощь осужденным оказывается в амбулаторных условиях в медицинских частях исправительных учреждений. Также в лечебно-исправительном учреждении оказывается медицинская помощь осужденным больным туберкулезом. Кроме того, в стационарных условиях медицинская помощь оказывается в ведомственной больнице УФСИН. Значит, прием осужденных, отбывающих наказание в запираемых помещениях, осуществляется ежедневно медицинским работникам в выходные дни по мере необходимости. Прием осужденных, проживающих в отрядах, осуществляется ежедневно по предварительной записи. Естественно, в случае срочного оказания медицинской помощи она оказывается при обращении. Значит, по необходимости осуществляется общий осмотр, также привлекаются врачи-специалисты и проводятся необходимые лабораторные исследования. Также по результатам осмотров могут назначаться лекарственные препараты или проведение лечебных процедур, которые осуществляются медицинскими частями этих учреждений. Кроме того, закреплено право осужденных на получение лекарственных средств и медицинских изделий при наличии заключения врача в передачах и посылках. Предусмотрено ли проведение периодических медицинских осмотров у осужденных? Да, аналогично диспансеризации, общепринятой для всех граждан, ежегодно осужденные осматриваются врачом-терапевтом, проводятся необходимые лабораторные исследования. С учетом специфики учреждений увеличена кратность прохождения флюорографии, она проводится раз в полгода. По необходимости также привлекаются узкие специалисты и дополнительные лабораторные исследования осужденных. Среди осужденных наверняка есть инвалиды. Как оказывается медико-социальная помощь им? Да, осужденные такой категории, естественно, состоят на учете у врачей-специалистов по профильному заболеванию. За ними осуществляется динамическое наблюдение. В случае, если необходимо проведение пересвидетельствования на подтверждение инвалидности, они проходят необходимые медицинские осмотры и иные исследования. Документы, которые подготавливаются по итогам таких исследований, направляются в бюро медико-социальной экспертизы и впоследствии проводятся пересвидетельствования. Кроме того, исправительные учреждения осуществляют мероприятия по обеспечению доступа маломобильных осужденных к помещениям в исправительных учреждениях, а также исправительные учреждения реализуют предусмотренные программами реабилитации, реабилитационные мероприятия, а также обеспечивают осужденных техническими средствами реабилитации. Денис Андреевич, если осужденному требуется, например, хирургическое вмешательство, как в этом случае предоставляется медпомощь? В случае, если осужденным требуется оказание специализированной медицинской помощи, например, это операции, обследования или консультации узких специалистов, такая помощь оказывается в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения за счет федерального бюджета. Такая помощь оказывается в случае, если ее невозможно оказать в условиях медицинской части учреждения.
Каким образом в настоящее время осуществляется прием прибывающих в исправительные учреждения? Предусмотрена ли какая-либо изоляция по аналогии, как это сейчас сделано с аэропортами на гражданских позициях? Да, и в обычное время, несмотря на нынешнюю ситуацию, и в обычное время осужденные при прибытии в исправительное учреждение помещаются в карантинное отделение в целях выявления различных заболеваний. Им проводится их медицинское обследование, лабораторные и флюорографическое исследование, в том числе на наличие туберкулеза, ВИЧ-инфекции и иных социально опасных заболеваний. По истечении карантина, нахождения в карантине, они переводятся в общие жилые помещения. Денис Андреевич, а по каким основаниям отклоняются обращения осужденных по вопросам оказания медицинской помощи? Есть ли такие прецеденты? Да, зачастую осужденные обращаются с заявлениями об отказе в госпитализации для проведения обследования или лечения. По таким обращениям нами организуются проверки с привлечением специалистов контролирующих органов. И нередко выясняется, что медицинская помощь осужденным оказывалась в полном объеме, лечение надлежащее назначалось и необходимости в госпитализации либо в дополнительном лечении не было. Более того, имеются факты, случаи, когда осужденные, больные туберкулезом, отказываются от лечения, что угрожает жизни и здоровью других осужденных и сотрудникам учреждения. В этих случаях имеется практика обращения в суд с заявлением о принудительной госпитализации. Например, в 2019 году судом рассмотрено 5 таких исков, и осужденные в принудительном порядке прошли лечение от туберкулеза. Да, Денис Андреевич, спасибо за разговор и удачи вам в вашей нелегкой работе. Всего доброго. О работе исправительных учреждений в период пандемии мы расспросили прокурора по надзору за соблюдением законодательства в исправительных учреждениях Дениса Пуляевского. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.